ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница – общая планерка. Одна из интересных тем – федеральный проект «Комфортная городская среда». Согласно ему, на местах должны определить точки, на благоустройство которых выделят средства. В Ухте отобрано 14 таких территорий, а апгрейду подвергнутся в итоге только 2. Какие, должны определить горожане добровольным голосованием. В 15 учреждениях муниципалитета расположили урны, картонные коробки с приклеенной скотчем эмблемой на минутку федерального проекта «Комфортная среда». Есть, конечно, точка здесь у нас в администрации, внизу на первом этаже, рядом с гардеробом. Расположен урна для голосования и расположена информация о территориях и о том, как можно проголосовать. Также такие точки будут находиться в городском бассейне, в городском дворце культуры, в информационно-расчетном центре на Плеснина 11, также в городской бане, в администрациях поселков, в Доме культуры Шудаяк и в домах культуры поселков Подгорный, и Дальний. На первый взгляд, сделать города лучше кажется хорошей и здравой мыслью. Однако за громким названием стоит облагораживание территории жековского масштаба, асфальт, освещение, бордюрные камни. Это можно делать и без шумихи. Кстати, что же конкретно подразумевается сделать на выбранных площадках, скамейку, урну или другое, нигде не прописано, точного ответа нет. А голосование уже стартовало, и каждому, думаю, хочется понимать, что будет установлено в каждой из точек. Вывод – попахивает запуском информационной поддержки проекта с опозданием. На сегодняшний день в муниципальную программу «Комфортная среда» вошло 14 территорий, и вот из этих 14 территорий население города должно до 9 февраля отобрать 3 территории, которые будут далее включены в бюллетень для голосования. И на рейтинговом голосовании, которое пройдет в марте месяце, нам необходимо будет определить 2 территории, которые в 2018 году будут обязательно благоустроены. Еще раз, до 9 февраля выбирают 3 территории, а потом на рейтинговом голосовании 2 для благоустройства. Схема кажется странно усложненной, но все встает на свои места, когда видишь, что победившие точки определятся 18 марта. Безусловно, это просто совпадение с известной всем датой, потому что если нет, то наблюдается явный кризис идей по стимулированию явки.